2475. 2475, да. Рай для любителей аптечных наркотиков. Никак иначе можно назвать эти оперативные кадры. В итоге на карте наркокартелей стало одним игроком меньше. Крупную партию изъяли летом этого года у жителей Ингушетии и Пятигорска. Там, по словам наркоконтроля республики, находился главарь этой преступной организации. Было изъято порядка 8560 блистеров с наименованием «Лирика». В каждый блистер из них входит порядка 14 таблеток. 5213 флаконов с надписью «Тропикамид», огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также порядка 6 миллионов денежных средств, предположительно добытых преступным путем. Общая сумма изъятых препаратов и лекарственных веществ оценивается порядка 70 миллионов рублей. В настоящее время по данному делу проводится ряд следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Некоторые участники данного сообщества у нас уже направлены в суд. По ним в судебном порядке будет вынесен приговор. Операция проходила в нескольких регионах СКФО. Из Пятигорска запрещенные вещества поступали в Ингушетию, а здесь была создана своя группа наркоторговцев, так сказать, представительство. Недавно поймали последнего участника преступного сообщества. Всего задержали 15 человек по всему округу. Было установлено, что жители республики, входящего в состав организованного преступного сообщества, который возглавлял жителей города Пятигорска, уже на территории республики организовал свою организованную преступную группу, которая здесь у нас на территории республики руководил. В частности, занимался доставками тех самых препаратов «Лирика», «Тропикамид» со Ставропольского края, да, на территорию республики Ингушетия. Здесь у него уже была налажена своя сеть по реализации этих таблеток. Данная организованная преступная группа нами была задержана и были возбуждены ряд уголовных дел в отношении них. В последующем была доказана их причастность к участию в организованном преступном сообществе. В этом году пресечена деятельность еще одной преступной группы. В отличие от первой, в эту входили исключительно жители Ингушетии. Все участники ОПГ задержаны. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков проводится тесно с сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Ингушетия оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности организованных групп преступных сообществ, действующих на территории республики нашей. Одним из результатов таких мероприятий стало пресечение деятельности организованного преступного сообщества, действовавшего на территории республики. В основном организованная преступная группа занималась сбытом наркотических средств героин, тропикамид, лирика. В настоящее время уже все участники и также организаторы данной группы задержан, возбужден ряд уголовных дел. Из незаконного оборота было изъято порядка 1,5 килограмма такого наркотика, как героин. Также изъяты были в больших количествах тропикамид и лирика. Это порядка 200 блистеров с наименованием «Лирика» и порядка 200 флаконов тропикамида, которые планировалось реализовать на территории нашей республики, нашей молодежи. Производство и продажа наркотических веществ – один из самых выгодных видов бизнеса. Распространители наркотиков ведут на любые ухищрения, чтобы продать запрещенный товар. Прибыль настолько высокая, что преступники занимаются этой деятельностью, несмотря на самые суровые наказания со стороны органов правопорядка. За этот год в республике перекрыли 6 каналов сбыта наркотиков. Ущерб бизнеса исчисляется десятками миллионов. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками наркоконтроля МВД по Республике Ингушетия во взаимодействии с сотрудниками Главного управления из незаконного оборота было изъято порядка 5 килограммов таких наркотиков, как героин, что является для нашей республики достаточно большим количеством, и до сегодняшнего дня уже в таких количествах уже не изымались они. Ситуация с незаконным оборотом наркотиков в стране остается напряженной. Согласно независимому рейтингу по наркотической трезвости, Ингушетия находится на 27-м месте. Так, на учете в психоневрологическом диспансере стоят свыше 1500 человек, употребляющих наркотики. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.